9 утра, начало нового рабочего дня. Впереди корреспондента телевидения ждут интересные выезды и множество приятных знакомств. Быть сотрудником СМИ непросто. Это интересная, но в то же время трудная работа. Например, задача репортера – собрать и обработать информацию, побывать на месте события и передать с помощью текста всю атмосферу. Но еще сложнее работа у редактора. Перед ним стоят самые разные задачи, и именно он несет ответственность за то, какими в итоге окажутся готовые материалы. Скоро будет 7 лет, как я работаю в телекомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. В круг моих обязанностей входит в основном работа над текстом. Это корректорская, редакторская работа, переводческая работа. Работа в телекомпании мне очень нравится. Это, наверное, самая лучшая работа в моей жизни. И я не кривлю душой. Действительно, я мечтал о том, чтобы работать в телекомпании, вообще в средствах массовой информации. С 23 августа 2007 года и по сей день сотрудники ТРК «Путь» работают над распространением исламских ценностей. Телерадиокомпания «Путь» таилчан и лозунг койон элчи поймар дуашту халхадиннак саллаллаху алейхи вассалям баллигу анни валау ая шигар цаайт качдай нахи дакачди алла дели элчи бесят саллаллаху алейхи вассалям قوتشتر إعال شويش إلوزون جورشة دحوش بوخبو حق نيغد إحا سأتوا بنا رسي باتشاق إحا ليتنزي يورش صعبية يوش إسلامسكي تليدين يوهرة ويا نووي إستوري نوختوشوه قلوشة كويرتاح لاتين خلوش والله هرق أما هلا كلار خديل بربانسة حال داخل خلوش والله أعمل عجاز أنا خيولش قوزع سوى بيش خلرنا رمضان حاجت وين هرتيش بلرنا وين Вот уже 15 лет телекомпания «Путь» имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова радует своих зрителей интересными телевизионными программами, полезными материалами на медиаплощадках с освещением главных событий нашего региона и за его пределами. Услышать новости, а также проповеди известных богословов, послушать суры и аяты из Корана можно в любой точке мира. По данной телерадиокомпании «Путь» хотелось бы отметить важность информации, которая предоставляется, удобство приема этой информации, то есть находясь в пути в виде аудиолекций можно прослушать. Также дома отмечаю полезность информации. Я знаком с телерадиокомпанией «Путь» вот уже давно, где-то лет 6-7, вот так вот. Так как ваш канал работает и функционирует вот уже на протяжении 15 лет и гордо носит имя нашего первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, и несмотря на то, что существует много других средств массовой информации, ТРК «Путь», он обозревает все самые острые и важные какие-то темы, касаемые нашего региона. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отмечает, что в век информационных войн СМИ играют ключевую роль, как и чеченские бойцы, которые принимают участие в спецоперации. С Всемирным днем телевидения я хочу поздравить главу Чеченской Республики, Героя России, мобильного репортера и президента ЧКТРК Грозный, нашего коллегу Рамзана Ахматовича Кадырова. И также в его лице хочу поздравить всех телевизионщиков республики. А нас сотни, я сам тоже причисляю себя к телевизионщикам. У нас на 3 телеканалах в республике работают настоящие специалисты высокого класса, специалисты международного уровня, можно сказать. Мы ими гордимся. Самое главное, все телевизионщики и все журналисты Чеченской Республики, они патриотично настроены, они занимают твердую гражданскую позицию. Все понимают глубину смысла вот этой проводимой спецоперации сегодняшней. Каждый журналист несет ответственность только перед зрителем. Чтобы не совершить ошибку, он выкладывается на все 100. О своем первом опыте работы на ТВ рассказывает главный продюсер ЧКТРК Грозный Динар Мальсагова. Она работает уже 20 лет. Я журналист, и, соответственно, нет такого, что человек просто продюсер. Ты не можешь прийти и продюсировать новости, если ты не был журналистом, если ты не поработаешь на выездах, если ты не умеешь писать тексты.
подавать информацию. Если ты не знаешь, что такое БЗшка, что такое сюжет, то и продюсировать ты новости тоже не сможешь. Такую же важную роль для телеканала играет и ведущий новостей. Это первый человек, которого видит зритель в телевизоре. Профессия ведущей творческая и непредсказуемая, ведь в прямом эфире может произойти любая непредвиденная ситуация. Самое важное для ведущего – это сохранять спокойствие в эфире. То есть могут быть какие-то проблемы. Например, для меня проблема – это когда бежит суфлер. А в начале это я очень терялась, я не знала, что делать, хотя у меня все подводки, весь текст был на столе. Я терялась, я не знала, что делать, но сейчас все хорошо проходит. Помимо 3 главных телеканалов Чеченской Республики – ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, ЧГТРК «Грозный» и ГТРК «Войнах», в республике функционирует студенческое телевидение «Студван». Проекту уже 6 лет. После моего выпуска я 2 года проработал в профсоюзе заместителем председателя. И вот как раз-таки, работая в студенческой среде, я видел, какие проблемы есть у студентов, какие площадки им необходимы. И в тот момент я уже понял, что вот такая медиаплощадка, студенческое телевидение, оно остро необходимо в первую очередь для того, чтобы студенты-журналисты могли как-то набраться опыта, прежде чем после выпуска устроиться на работу. Но и помимо этого разные проекты студенческие тоже требовали подобной площадки. И я уже пришел к тому, что в ЧГУ должно быть свое студенческое телевидение. И, конечно же, работая в этой сфере, мне хотелось после себя оставить какой-то заметный след. И в результате, благодаря поддержке ректора вуза, все это вылилось в студенческое телевидение. Это площадка для творческой реализации студентов. Студван освещает молодежные события из разных вузов и организаций региона, и не только. Молодое телевидение получило множество региональных и всероссийских наград. Телевидение существует уже 6 лет, и за это время мы добились, там перечислять и перечислять, но главные наши достижения, это, наверное, премия ТЭФИ. Это вот буквально недель 3 назад мы выиграли Прометей. И, наверное, еще главным достижением, наверное, презентация нашего телевидения перед президентом страны Владимиром Владимировичем. Сейчас сложно представить современный мир без ТВ. И во Всемирный день телевидения журналисты рассказывают не только о событиях в мире, но и о себе. Седа Хасиева, Адам Яхьяев, Малький Мурзаев, Джабраил Синеев. Неделя.